В ближайшее время при парламенте будет создана комиссия, которая займется разработкой предложений по реформированию Конституции Абхазии, сообщил, открывая встречу, главный редактор информресурса Апснахабар Ливан Лагулаа. По мнению Лагулаа, сейчас наилучшее время для реализации такого рода инициатив. Есть сразу несколько групп, которые занимаются предложения по реформированию, в частности в Общественной палате. Есть предложения от Вячеслава Чирикба, есть еще несколько инициатив. И сейчас лучшее время для того, чтобы реализовать эти инициативы, прийти к общему знаменателю, консенсусу и начать, наконец, реформирование политической системы. Это время нужно использовать, время и до выборов, нужно использовать для того, чтобы провести или начать проводить политические преобразования, политические реформы. Без этих преобразований мы в очередной раз можем столкнуться с необходимостью досрочной отставки очередного президента Республики Абхазия. Как мы все понимаем, что это ведет нашу страну назад, это тормозит наше развитие. Почему именно сейчас, в преддверии новогодних праздников и досрочных выборов президента, обозначен старт кампании за реформу политической системы Абхазии? По мнению Ливана Мика, в существующих реалиях нет уверенности в том, что новые выборы приведут к коренным изменениям в нашей стране и политические кризисы не будут повторяться. Во всех сферах фактически нашей жизни требуется реформа. Но эти реформы невозможно осуществить без главной реформы – это изменение политического взаимоотношения ветвей власти. Мы фактически, выбирая президента, выбираем такое должностное лицо, которое обладает всей полнотой власти в республике. И поэтому основа реформ должна быть сбалансированность двух ветвей власти, это президентской власти и парламента. И самое главное, мне кажется, это такой взаимный контроль этих ветвей власти. Мы инициируем такое общественное собрание, где приглашаем всех, кто участвовал в этом процессе на протяжении уже, так скажем, 12-13 лет, для того, чтобы суммировать весь опыт и уже в кратчайшие сроки, наконец, начать преобразование, наконец, начать реформирование нашего общества. По мнению руководителя РОО «Ахеца» Ахрыбжани, необходимость реформирования политической системы Абхазии назрела давно. Повторяющиеся политические кризисы показывают, что общество таким образом выражает свое недовольство именно установившейся системой. Нам надо думать не о том, чтобы менять персонали или менять даже команды. А мне кажется, нам надо думать о том, как поменять систему с тем, чтобы новые персонали или новые команды, которые придут в эту систему, смогли бы раскрыть и свой потенциал, и потенциал этой новой системы. И, на мой взгляд, те команды, которые участвуют сегодня активно в политическом процессе, должны это понимать и должны прислушиваться к мнению общества. Иначе они сами просто рискуют оказаться на периферии этого процесса. Иначе может получиться так, что общество выразит недоверие не только бывшей власти, но потенциально новым властям. Чтобы этого не происходило, надо сегодня сесть, вот так, вот так вот вместе, думать, как сделать так, чтобы эта ситуация была выправлено. Принятие поправок Конституции жизненно необходимо, считает и общественный деятель Тенгиз Джопуа. Без этого достичь внутриполитической стабильности в Абхазии практически невозможно. Если мы сегодня не поменяем Конституцию, то у нас сохранится, во-первых, политическая нестабильность. Она останется однозначно. Кто бы ни пришел к власти, его опять будут забор будут ломать, там, не знаю, стены будут ломать, окно ломать. Это сохранится. Мало того, что это сохранится, хаос, как правило, он постоянно развивается, и если мы как-то преодолеваем все эти проблемы без какого-то серьезного гражданского противостояния, без какой-либо крови, то никто не исключает, что последующие акции, которые будут происходить, произойдут так безобидно. Это первое. Второе, у нас очень низкий уровень субъектности и легитимности института власти в стране, чрезвычайно низкий. Ни одно государство не может выдержать
не может существовать при такой ситуации. И, наконец, последнее – отсутствие ответственности у всех ветвей власти, начиная от президента, заканчивая самым рядовым чиновником. Вот эти три главные проблемы, которые существуют в стране, может устранить только новая конституция, новый общественный договор. В рамках встречи также говорили о необходимости внесения изменений в избирательную систему парламента Абхазии, переходу к смешанной системе выборов и повышения требований к депутатам, тем, кто будет представлять интересы народа. Сейчас в нашей стране мажоритарная система выборов, при которой выдвигаются и конкурируют между собой отдельные лица, а избиратель принимает решение, основываясь на личных качествах кандидата, а не его партийной принадлежности. Ирина Аршба, Амра Заранди, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.